Доброго времени суток. Хочу вот показать обслуживание, заточка якутского ножа. Значит, тут традиционные ножны, вырезанные из двух половинок можжевельника. Клинок всегда приятно пахнет. И бывает такая проблема, что вот пересохнет. Ну, это редко, правда, но может быть такое. В этом случае, значит, берется наждачка. Ну, вот я 180-й гридности беру, например. Вдвойне вот так вот или втройне даже складываете и таким вот образом расширяете устье ножен. Подгоняете под нож. То есть вот так вот вставляете, смотрите, где оно, в каком месте щель, в каком нету, в каком плотно сидит, где можно снять. Ну, в общем, пока свободно вот так вот не будет заходить. Так, удлинять можно. Это вот человек, заказчик просил, что вот показать, как удлиняется. Вот, ну, сейчас все жирное, как бы показываю, да, и аккуратно вот так вот расшатывая, потом вынимать, чтобы не порезаться, чтобы не соскочила рука. Далее, короче, вот при втыкающем действии или что, вот таким вот образом он держится, когда его нужно там втыкнуть или что-то сделать такое. Правка ножа, брусок деревянный ровный, чтобы поверхность вот эта ровная была. Наждачка, в данном случае 2500 грита, а так в зависимости от затупления. Ставите нож и такими вот движениями со стороны дола плоскость как бы выравниваете, нож правится. С обратной стороны немножко вот заусенчики снять. Можно об кожу ножом. Домашний баллистол. Это вот Фил Романов на канале описал. 100 грамм вазелинового масла, 25 грамм керосина и 20 грамм скипидара. Все перемешал, можно отдушку добавить, тогда, чтобы приятно пахло. Мажете ножны, мажете клинок. Клинок вот даже вот если нечем, ну лучше тряпочкой, конечно, перед тем как в ножны ставить, протереть тряпочкой, либо даже руками вот так вот пальцами можно влагу лишнюю стереть. В ножнах вентиляция имеется, чтобы клинок не ржавел. Ну, в общем, вроде бы все рассказал, как обслуживать. Всего доброго, до свидания.